Кантемир Долыйын Антонежт күйінде Халық Седефлер программасы бүгін болыныр. Біз сентябрьдайыз, Чорбаджикада, Кириллов Аленада, аңғысы көжесінен, көжеман теплицаларда, түрлі сойларда чечеклер бүйдерлер. Добро пожаловать в наше хозяйство, село Антоновка, Кантемирский район. Меня зовут Кириллова Алена. Мы занимаемся цветами. Что вы нам сегодня покажете? Мы покажем наше богатство, которое состоит из выращивания цветов, рассаду овощей. Все, что состоит из красивых вещей. Первая площадка у нас состоит из гераний и ампельных петуний. Более того, еще называют сурфинии. Почти все для открытого грунта вот здесь. Вот это ампельные петунии, или более назвать еще сульфинии. Как их подвешивают на кашпо. Вот как, например, здесь, так, видите, имеем, на подвязку поставить. И можно и в земле. Они цветут до самой поздней осенью. Большие, красивые. Надо как бы ухаживать не особо. Надо их раз в 10 дней подкормку давать, потому что мы их поливаем каждые 2 дня, особенно в вазоне. И как бы уже земля начинает потерять все свои витамины. И по чуть-чуть надо подкармливать. Это не то, что кто хочет, кто нет. Это обязательно, если хотите получать красивые цветы. Из-за того, что она дает большие ветки, лучше их поставить в кашпо на подвеску. Потому что если поставить прямо в земле, эти веточки начинают, как бы, вот если сильные дожди, начинают как бы потерять свой вид. А вид особенно дает, если на кашпо в подвеску. Именно эти сульфинии. Вот видите, здесь у нас есть и махровые, как розочки. Посмотрите. Видите? Есть такой оттенок. Потом есть такой оттенок. Видите? Это махровые. Да. И есть как бы уже простые цветочки. Да. Ну, у нас где-то мы выращиваем их, если брать так насчет сульфинии, более 16-18 окрасок. Мои любимчики — это махровые. Посмотрите, они прямо тащатся к сердцу. Посмотрите, какая красота. Сульфиния начинается с апреля месяца и до декабря. Даже сульфинию, про нее говорят, что она двухлетняя. Вот я попробовала. Вот берем вазончик. Он, например, уже осенью. Представляем, что сейчас у нас осень, так? Оно большое, все это сам. Мы срезаем вся макушка и оставляем только верхушку. И даем в теплое место. Понимаете? И она начинает свою новую жизнь. То есть сульфинию можно уже... Можно, да. Я сделала этот эксперимент. Можно. И очень хорошо получается. Если стараться, конечно. Вот срезаем и оставляем только макушку. Да. Ставим на подоконники, но не прямо теплое место. Можно до 10 градусов. И она начинает упасть, как бы, она начинает отдыхать и собирать для себя энергию, чтобы уже весной давать нам радость, как бы урожай. Урожай – это ее цветы. Если у деревьев груши, яблоки, а у цветок свои цветы. Она отдыхает и начинает уже давать побольше бутонов. А если, чтобы вы знали, если поставим ее в теплое место, она начинает цвести. И уже весной не будет такая красивая. А если дать ей отдохнуть в спящее время, она начинает побольше давать себе урожая.
сульфиния самый востребованный цветок в теплое время у нас, да? Да, Практически в каждом дворе можно ее увидеть. конечно. Этот цветок светолюбивый либо тенелюбивый? Нет, светлолюбивый. Чем больше как бы светло у нее там улица, побольше цветков дает. Если поставить разместить на ее, солнечное да, место. разместить на солнечное место. Если разместим где-то под деревьев, она будет тянуться и давать как бы не тот внешний вид будет. Намечание про сульфинию. Вот сейчас я, да, сейчас скажу, то многие эти секреты не знают. Ну, раскрывайте нам секреты Да, сульфинии. да, я секреты не держу, потому что это мой бизнес, я должна как бы давать людям все, что хорошее. Вот, например, уже сульфиния, как видим, она уже большая, да? Чтобы здесь у нас было полно цветов, мы срезаем кончики ветвей, веточек. Видите? Все веточки срезаем вот так, по чуть-чуть, чтобы стимулировать цветение и верхушку, чтобы давать новую жизнь им. И вот срезаем кончики, и она начинает здесь тоже куститься. Очень красиво сделается. Вот сульфини ставим мы их сейчас на... Это называется, капельное орошение называется медуза. Вот берем, это иголочка, ставим в вазон и подвешиваем. Это очень хороший способ. Каждый цветок имеет свое гнездо воды. Вот берем иголку и ставим. И вот здесь то же самое. Вот своя иголка, свой домик поставим в свой домик, и оно будет иметь свою водичку. Не будет просить у соседки. Да. Это герань. Да, вот это королевская герань. Имеем, а это герань зональная. Вот это махровая, разновидность махровой, называется розалинда. Очень красивая, цветет как розочка, тоже махровая, вот это. Да. И герань пахнет. Да, особенно листья. Она, если брать, вот листья, говорят, что ставишь вот этот цветок на тумбочке, где в спальной комнате, и он снижает давление. У кого повышенное давление, он снижает. И успокаивает нервную систему. Да. Значит, как цветок бы- еще и лечебные свойства имеет, кроме Да. того, что красоту Да. дарит нам, да? Но им тоже нужен отдых. Вот многие женщины делают ошибки. Вот, например, закончился сезон, теплый сезон, и наступает зима. И они ставят тоже их в теплом помещении. В ноябре его вот начинаем стричь, давать период покоя. Вот возьмем, например, этот цветок. Он как бы, если брать, он вот имеет высокие стебли, да? Так. Представляем себе, что сейчас осень. Вон его постригаем вот так, оставляем где-то 10-15 сантиметров высоты и стрижем, чтобы он, и поставим его где-то в комнате 10 градусов, можно даже 5. И очень редко поливаем. То есть герань не любит влагу. Любит в теплое время, летом. А зимой, в период покоя, им нужно давать поменьше воды и не подкармливать, чтобы он спал красиво на зиму. И если дадим эти условия на зиму, он будет радовать весной и летом большими как бы ветками и большими и многими бутонами, да, цветов. Скажите, пожалуйста, ну вообще герань это комнатный цветок, правильно? Да, он считается и комнатным цветком. Но в последнее время хозяйки стали выносить этот цветок на улицу. Это еще называют бабушкины цветочки, Да. если так брать в старое время.
В наше уже время выносим их и на улице. И ставим, даже некоторые женщины ставят прямо в грунте, чтобы не было больше как бы проблем с ними в вазоне, каждые 2 дня поливать. Ставят прямо в грунт красиво. Можно даже поставить, и вот некоторые мои покупатели берут вазон и ставят этот вазон в другой вазон, но тоже, чтобы имел дырочки здесь, ноги. Чтобы И ставим, дышали. да. И ставим его в грунте, копаем его в грунт. И он как радует нас там. А уже поздней осенью выкапываем этот с земли красиво и поставим его в наш вазон, который нам нравится, и даем его в холодное помещение. Какую почву предпочитает герань? Легкие. Если брать только вот многие женщины копают с огорода и ставят цветы. Вообще это всем цветам. Это тяжелый грунт. И он все равно, это с огорода земля, но уже там же мы ставим и овощи. И оно тоже уже безвитаминная земля, как говорится. И его надо брать где-то под одного дерева с леса. Хорошие землю, легкие. Да. А лучше всего это торф. Да, покупной земле. Перед высадкой растений мы готовим, берем покупной субстрат и поливаем его, увлажняем хорошо, чтобы влажность была хорошая. Если его не поливать хорошо, вода будет поступать как через перья гусей. Оно пройдет мимо, а так надо его хорошо поливать и потом посадить растения. Каждый вид имеет свои листья. Вот этот, например, из красных, который имеете в ручке, вот тоже. Это сестра с этим вазоном. Этот розовенький больше широкие листья имеет, более светлые. Он цветет практически с апреля, как начинает поступать теплое время. Это на улице мы говорим. На улице начинает нас радовать с апреля и до самых заморозков. Оно будет нас радовать и зимой. Вот еще одна красивая герань, необычная, такой Да, ранний тоже лист с новый таким вид. цветком, да? Посмотрите, да. Здесь у нас листья, видите, совсем другие, не похожи. Разрезные. Да, разрезные, не похожи на это вообще. Это тоже зональное. Это новый, очень обильный цветок, цветение дает. Да. Вообще цветок, который растили еще наши и предки, Предки. бабушки очень любили, да? Да, И, да, как да. вы сказали, еще имеет лечебное свойство. Да. Очень хорошо держать возле кровати Да. для успокоения и подпитки энергии. в Да, ночное да, время. да. Но тоже не надо перебарщивать. Цветок имеет свой запах. Кто является Аллергеном? аллергетиком? Нет, он нет. Это не дает аллергии. страшно? Нет. Замечательно. Да, Это королева герань. да. Герань любит вазоны, да? Да. Любит вазоны. И если оставить ее только в маленьком вазоне, в теплую, в жаркую погоду, она не не будет иметь столько сил, чтобы радовать красиво нас. Так надо ее менять побольше в вазонах, чтобы она делалась большое растение, чтобы она себя показала. Это ампельная герань. Или его так в научном стиле называется герань пелтатум. Что это Да. означает? Оно свисает вниз очень обильно. Она доходит до метра с чем-то, если давать ей вовремя кушать. Это имеем в виду раз в 10 дней в кашпо. И воду вовремя. Она очень, посмотрите, сколько она бутонов. Но это начинающая стадия. Посмотрите, наверное, более 20-30 бутонов. Посмотрите, но только здесь 6, а не считая этих. Это очень красивое растение тоже. Ее очень, как бы, женщины привыкли к этим цветам. Ампельная герань, она имеет более мелкий Да. лепесток. Да, лепесток более. И он как бы
Видите, Бархатный. да, 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 да. И лепесток. А есть и это герань пельтатум, и есть и махровый вид, и есть и как бы простой вид. Если приобрести этот цветок, куда надо разместить? На свету, на солнечном пространстве? Ну, он любит как бы и полутень. Цветок, который напоминает солнце, и на котором, наверное, можно еще и погадать. Да, Газания, да, Алена? да. Что это за цветок? И как за ним ухаживать? Где его высаживать? Газания любит только солнечные места, потому что когда вот при дождливой погоде он стоит закрытым, не показывает себя. А как наступает солнце, он открывает. И вечером закрывается опять. Он очень интересный цветок. И так цветок сколько цветет? Закрывается, открывается? Да, от солнца? да. Он цветет тоже до самой поздней осенью. И он сам сбрасывает тоже семена. И уже в ноябре месяце можно видеть и новые саженцы этих растений. А если его, например, поставим в вазоне и убираем его не в погребе, а где-то в холодное помещение, где там 5 градусов, оно постоит и на следующий год. Оно вообще неприхотливое. Если правильно ухаживать, его можно сохранить, да? Да, можно И не сохранить. год, а 2 и 3 можно любоваться Да, его цветом. да, да. Он как бы через семян размножается. И если он попадет в землю, и земля как бы там прикрыта листьями, это самое, саженцы сами, семена сами выходят и не замерзают. Да, и тоже, как бы сказать вам, если его не полежь в земле, он еще называется африканским цветком. Так, значит, Да. Цветок подходит к нашему климату. Очень, да. Да, Засухоустойчивый. да, засухоустойчивый цветок. Да. А цветы и бутончики дает прямо сердцевинки. Да, да, Вот они. да, да. Молодые. Да, он дает очень обильные цветки до самых поздней осени. Не капризные. Еще один чудо-цветок, который нашли на плантации у Алены. Название, конечно, наверное, тяжело будет выговорить. Алена, как называется этот цветок? Дело спермом. Что это за Он растение? засухоустойчивый цветок. Как бы он из суккулентов. Видите, листья какие, как у суккулентов. Посмотрите. И он тоже открывается, когда наступает солнышко. Как наступает солнышко, он открывается и радует нас своими маленькими цветочками. Он размножается через вот маленькими черенками. Прямо его тыкаешь в землю. Вот берем так и тыкаешь. Он очень, где-то через неделю дает корешки. И через семян, вот видите, здесь идет оголение цветка, здесь формируются семена. Собираем эти семена и весною сеем. И этот цветок тоже можно вот поставить на подоконнике в комнате. Как суккулент он будет нас радовать. Тоже на солнечном подоконнике. И он будет цвести и зиму. Он очень не капризный. Вы Сильно. как высаживаете этот цветок? Черенками либо семенами? Мы начинаем черенками. Эту работу мы начинаем где-то в конце января с ним. И он из вот таком маленьком черенке растет. Это еще маленькое растение. Он так ампельно свисает, очень красиво. Но можно и как почвопокровное растение его расти. Вот здесь мы имеем плехантус. Его прозвище комарик, потому что он считает себя отпугиватель комаров. Его листья имеют запах, он свисает, он очень большой, доходит до 2 метров, его стебли. Если его общипать, кончики стеблей, он еще более разрастает. Да. И он тоже размножается маленькими вот таком. Берем отсюда, режем черенок и втыкиваем в землю.
и он тоже дает быстро, он не капризный, он быстро принимается. А запах, он имеет какой-то мелиссы, такой очень приятный запах для нас. Но комарам не нравится. И он любит как бы и солнечные места, он неприхотливый к засухоустойчивой погоде. Можно в беседку поставить, чтобы спокойно там пить кофе. Он не капризный. Не обильно цветет, но дает маленькие белые цветки. Сами листья, видите, двухцветные, бело-зеленый. Видите, какие красивые? Да, он очень красивый. Так что можно себя радовать, свое сердце таким цветком. Считается и засухоустойчивое растение. Но воду любит. И его даже можно поставить и, с другими соседками в одном кашпо. Можно даже и герани, и разные эти маленькими в одном кашпе, чтобы красиво было. Оно само листва красивое тоже. Только посмотрите на эту оранжево-желтую полянку. Здесь как будто цыплята все собрались. Да, и просят нашей помощи. Они просятся своим окраской, они просятся их брать в руки. Это крупноголовые бархатцы или тагетис по-научному. Да, они не капризные, они тоже старые цветочки, как говорится. Они имеют и даже лечебные свойства. Лепесточки цветков сушат и делают чай из своих этих лепестков, даже ставят, эти Кавказы ставят в плов. Он цветет, начиная с апреля до самых поздних заморозков. Оно отпадает семена и на следующий год опять показывает свои глазки. Оно бывает и мелкоцветкими, и крупноцветковыми цветами. Это портулак ампельный. Еще называют каменным цветком. Он неприхотливый, он любит солнечные места. И то же самое радует нас до поздней осени. Сколько времени солнца, столько он нас и радует. Растет при любых условиях. На солнце открывается и показывает свои глазки. Ампельный цветок – это значит вьющийся цветок, то есть его желательно высаживать в кашпо. Но можно и на грунте. Он будет как стелиться. Да. Воду любит, влагу? Нормально, не обильную. Потому что он можно в засухоустойчивых местах расти. В мае наступает жаркие погоды, и уже до октября так будет. Вот такой желтенький, коралловый и розовый. Видите, здесь даже в одном кашпе две растения. Они не будут обижать друг друга. Цветок алисум. Если посмотреть на эту полянку, то можно подумать, что попали на медовое поле, потому что Да. аромат исключительный. Да, Пахнет да, медом. Второе да. название имеет медовик, да? Да. Оно тоже неприхотливое растение. Его можно посадить в кашпо и можно также прямо в самом грунте. Опять легкие земли. И оно растет большим таким растением. Кустиком. Кустиком, да. Семена отпадают. И с этих семян до наступления холодов оно опять дает новых растений. Да. И на этом же самом месте можно найти ранней весною самим этих новых саженцев. Так что внимательно, женщины, не прошуйте. Сначала посмотрите по земле, если нету их, если есть эти новые алисумки, медовики, и потом начинайте прошивать вашу клумбу. Он уже вошел в моде, клумба очень красивая, можно с ним подготовить. Оно и почвопокровное. Если садить его где-то на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, можно посмотреть вот такой коверчик у нас на клумбе. Мне очень хочется этот коверчик чуть-чуть расколошить, потому что да, оно само красивое. Запах красивый. Да, очень. И цветочки нежные. Да. И еще одно намечание. Если вот, например, женщины поставили их в кашпо,
и оно чуть-чуть себя оголело. Видите, вроде бы не такое обильное цветение. Можно опять, как и у сульфинии, стричь кончики стеблей. И начнет давать новую жизнь очень быстро. Начнет здесь наполняться новыми стеблями и этими цветками. Как часто его надо поливать? По востребованию. Петуния белая, вишневого цвета, фиолетового, красного, алого, в сочетании с белым, розовым, красным. Да, здесь цветов только имеем нет. более 12 окрасок петуний. Да, петуния, оно как бы неприхотливый цветок, если давать ему внимание, как-никак. Можно его посадить, начинает цвести тоже с апреля месяца и до самых заморозков. И падают семена, и на тот же самом месте оно на второй год выходит. О каком уходе вы говорите? Какой уход требует петуния? Так, солнечные места, легкая земля, как любой цветок, опять же, не любит тяжелые земли. Это, если так считать, как ноги у нас устают, если нас жмет обувь, так и им. Если тяжелая земля, у цветка жмут корни. И он стоит, как там в какой-то мышеловке. Задыхаться. А если легкая земля, он дает, как растет, как на дрожжах. Петуния пахнет красиво в целом, но особенно вечером в прохладное время, либо когда ветерок есть, правильно? Да, и особенно самый хороший, самый больше имеет запаха синий цвет. Цвета? Да, синими, да. И еще одно намечание. Петуния, как бы, если оно чуть-чуть постарело, понимаете, и опять себя оголело, можно, как и у других растений, я выше сказала, как и у сульфинии и так далее, общипывать стебли, кончики стеблей, чтобы она заново начинала, видите, есть здесь да, отсюда дают новые побеги. Не растет только верхушка. Летом можно высаживать петунию на открытом? Да, конечно, можно. Это красота однолетняя, да? Да, однолетняя. Мы выращиваем азиатские и королевские. Лилия вообще-то, оно луковичное растение. Так, чем отличается азиатская от королевской? Это по совмещению бутонов. Вот, например, это азиатская лилия. Да. А здесь мы имеем королевскую лилию. Видите, совсем другое совмещение бутонов. Видите, размещение? Эти азиатские более близко друг к другу, а эти размещаются по бутонам так параллельно. Можно в своем палисаднике, можно выращивать и в вазоне, вот как мы здесь имеем в вазоне. Вот, когда снимаешь, оно вот так легко выходит без проблем. И можно его пересадить и в клумбе. И эти королевские еще пахучие, а азиатская не пахучая. Имеем и махровые, как розочки. Имеем пестрые. Имеем где-то 8 видов, но как бы картинки не все. Эта бегония считается как универсальная. Оно идет так и на улице, и в комнате. Оно цветет обильно, тоже и в комнате, и на улице. Можно его подвесить на кашпо. Это бегония дракон. Оно, если общипываешь, чем больше общипываешь верхушки, оно дает больше побегов и больно обильно цветет. И тоже радует до самого заморозка. А потом ее убираем в комнату. И тоже дальше цветет. Да. Неприхотливая, можно ее, как бы не сильно любит воду. Можно ее даже чуть-чуть в сухой земле. Да. Она тоже бывает разные краски. Еще одна красавица у нас в 3 цветах. Мандевилия. Оно считается как комнатный цветок, но в теплое время можно его поставить на улице, в кашпо, не в открытом, в кашпо, и оно очень хорошо разрастается.
Да. Это молодой еще цветок. Да, да. Но видите, оно маленькое, но уже дает свои цветочки. И обильно цветет тоже допоздна. Да. Можно тоже размножать черенками. Без проблем. И листва красивая. Как оно вот как вроде бы напоминает этого лимона, видите? Твердый листочек. Да, да, да. Темно-зеленого цвета. Да, оно блестит, блестящие эти листочки. Яз вакыдын чечеклик зебеллини биз да сизде бул программада сабашты gösterme. Умтедер мансиста алдын Сибиркев хемде йина саатлары программанын черчевесинде калын сау жакын табылышыжыз.